Так что наметился как бы раскол элит. Новая власть пытается принять новую конституцию, используя против оппонентов не только своих однозначных сторонников, но и те силы, которые действуют на поле противника – ученых, депутатов, общественных деятелей, молодежь, другую часть элиты. О развернувшихся дебатах более подробно Андрей Токомбаев. Оживленную реакцию общественности, причем в основном негативную, вызвал вынесенный парламентом во вторник на всеобщее обсуждение проект новой конституции страны. Текст документа, подписи под которым поставили 80 депутатов как инициаторы законопроекта, был опубликован на сайте Джугурку Кенеша, а исполняющий обязанности президента Талант Мамытов сделал обращение к народу. На данный момент страна переживает непростой период в своем развитии. Недавние события октября показали, что общественность нуждается в кардинальных и системных преобразованиях. Коррупция, клановость и несовершенство партийной системы стали серьезными проблемами развития страны за последние годы. С учетом этого Кыргызстану необходимо что-то новое, то, что будет выработано наиболее эффективными моделями госуправления. Инициаторы видят в новой конституции таких кардинальных преобразований, а исполняющий обязанности президента созвал конституционное совещание, в состав которого вошли представители научного и гражданского общества, правоведы, парламентарии, эксперты и другие. Мамытов подчеркнул, что деятельность совещания будет вестись открыто и прозрачно. В пятницу прошло первое заседание, конституционное совещание, но параллельно с ним состоялся и форум гражданского общества «Граждане против узурпации власти». Многие участники форума высказались за то, чтобы отозвать законопроект, поскольку в нем, по их мнению, допущено немало ошибок. В частности, экс-президент Роза Атунбаева высказалась за то, что проект не мешало бы доработать с участием грамотных специалистов. Вы хотите начать новую жизнь, хотите принять новый документ, так нанимайте самых образованных людей, спросите у них совета. Вы не опозоритесь на весь мир, если составите с ними документ. Пусть и они выскажут свое мнение, ведь даже в семье бывают несогласные. Сегодня многие поддерживают Джапарова, но такие документы должны писать образованные люди. На форуме прозвучало и мнение, что сама процедура проведения конституционной реформы вызывает вопросы. По словам одной из участниц, доктора Сании Тактагазиевой, законопроект не имеет характера поправок, представляя собой новый текст, и депутаты 6-го созыва не вправе инициировать такую реформу, поскольку они искусственно продлили свои полномочия. Но нигде в Конституции не написано, что ЖК имеет право добровольно продлить свой срок или остановить выборный процесс. Соответственно, все, что мы имеем, последние месяцы, это беспрецедентный правовой беспредел. Соответственно, даже смысла нету обсуждать, например, то, что выносится проект Конституции, потому что процесс, то, что мы сейчас наблюдаем, это профанация, это абсолютное нарушение всевозможных норм Конституции. На форуме Тактагазиева высказала мнение, что одним из грубейших нарушений закона является скрытность процесса подготовки проекта. Мы не знаем, кто его авторы и какие эксперты были задействованы. Несколько из 80 депутатов-инициаторов признались, что не участвовали в разработке законопроекта и ознакомились с ним уже после размещения на сайте парламента. Серьезные нарекания участников форума вызвал тот факт, что в тексте не сказано о верховенстве права. Вместо него в преамбуле указана необходимость следовать традициям и заветам предков. По мнению многих юристов, такая формулировка носит субъективный характер. Ее нет ни в одном международном юридическом документе. Несмотря на это, во втором пункте 23 статьи Конституции указано, что распространение информации, которая противоречит нравственным ценностям, ограничивается или запрещается в соответствии с законом. А первый пункт гласит: в Кыргызской республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам. Ввиду неопределенности формулировки «нравственные ценности», это открывает широкий простор для преследования инакомыслия и свободы слова, считают критики законопроекта. Это просто растаптывание, это продолжение растаптывания конституционных прав и свобод граждан. Почему? Потому что мы были давно разочарованы еще до 4 ноября действиями парламентариев очень многих, которые инициировали ужасные драконовские законопроекты против НПО, против профсоюзов, против журналистов. По мнению некоторых экспертов, проект новой Конституции просто несерьезно подготовленный документ. Я пришел к выводу, что это просто очень несерьезно подготовленный документ. Там очень много противоречий, очень много совершенно непонятных неправовых понятий, утверждений. И соответственно,
есть очень много вопросов к тому, а как это все будет работать. А независимого эксперта Бактыбека Сайбаева смущает предложенная в проекте и непомерная с его точки зрения концентрация власти в руках президента. Мы полностью делаем разворот на 180 градусов. Если при Текебаеве приняли конституцию, которая фактически говорила о парламентской республике, то сейчас при Садыре Джапаеве получается, что у нас будет не просто президентская, а суперпрезидентская республика. То есть полномочия президента будут больше, чем, скажем, у президента Соединенных Штатов Америки. Многие также озадачены ролью, отведенной в проекте Конституции Народному Курултаю. Этот традиционный совещательный орган предложено уравнять в полномочиях с парламентом. Но не будет ли он в таком случае дублировать функции Джогурку-Кенеша? Но активисты молодежной платформы «Таза-Кыргызстан» считают, что Народный Курултай сейчас поддерживает большинство граждан страны. Наша молодежная платформа «Таза-Кыргызстан» провела социальный опрос совместно с агентством по противодействию коррупции в Кыргызской республике о том, что нужен ли нам Курултай. По всей республике был телефонный соцопрос. Участвовало более 6 тысяч человек, примерно 6558 человек, граждан Кыргызской республики. 51% за то, чтобы у нас был Курултай. При этом 38% не смогли ответить на этот вопрос, а 12% были против, добавляет активист. И отметил, что в Таза-Кыргызстан считают, Курултай может стать независимым органом власти лишь в том случае, если он будет наделен полномочиями Верхней Палаты парламента, а Джогурку-Кенеш – Нижней. И независимость их обоих необходимо закрепить в Конституции. В пятницу в Национальной академии наук под председательством одного из авторов проекта, заведующего кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского славянского университета, доктора юридических наук Бекбасуна Барубашева, прошло и первое заседание Конституционного совещания. В своем докладе он объяснил, почему предлагается расширить полномочия президента. По данному проекту мы переходим к президентской форме правления. Давайте проясним. У нас в Кыргызстане никогда не было чисто президентской или чисто парламентской формы правления. Нынешнего государственного строя, установленного в 2010 году, в мире не существует. В мире это называют кыргызским парламентаризмом в кавычках. Это стало диктатурой политических партий. В состав Конституционного совещания входит 89 человек. Его работа поделена на 3 секции. Участником обсуждения может стать любой желающий. Для этого нужно прийти в Академию наук и пройти там регистрацию. А политолог Зайнидин Курманов считает, что причина шквала критики, обрушившегося на законопроект, состоит в том, что большинство граждан привыкло мыслить стереотипами, не имеющими отношениями к реалиям кыргызской действительности. Мы уже привыкли к европейским конституциям, от которых мало толку и которые не ведут к улучшению нашей жизни. Перевороты не кончаются, коррупция не кончается, власть становится по качеству все хуже и хуже. Вот что мы имеем, повторяя западные конституции. Между тем, отмечает политолог, весьма нестандартные варианты основного закона действуют и в ведущих западных странах, например, в США. В других странах с развитой демократией, например, в Великобритании или Израиле, конституции вообще нет. Представителям гражданского общества сейчас необходимо успокоиться и взглянуть на проект с практической точки зрения. Обеспечит ли он власть народа, верховенство права и порядка в стране? Но главное – отрешиться от многолетних навязанных стереотипов. Да, сначала неудобно, не смотрится. Это как одеть вместо фрака, скажем, киргизский стеганый халат. Сначала кажется экзотикой, ну а потом все, восприятие становится нормальным. По мнению эксперта, право законодателя писать законы, отвечающие менталитету и национальным традициям народа, не противоречит нормам демократии и конституционного строя. До конца обсуждения законопроекта время еще есть. Референдум по новой конституции намечено провести в один день с досрочными выборами президента, которые пройдут 10 января. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Талас Ананбеков, Пятый канал. Главные итоги.